Под рев трибун команда наездников направляет своих скакунов к финишной прямой. Вся группа лошадей чистокровной английской породы. Первый заезд 1200 метров. Приз за первое место – 200 тысяч рублей, медали и кубки. Поначалу вся группа идет с небольшим отрывом. И лишь на финише определились два лидера. Так много чистокровных лошадей на одной площадке в Ингушетии не видели давно. Спортивный праздник собрал в одном месте наездников со всей республики. Прийти на финиш первым – вот главная задача этих скакунов. Посмотреть скачки приехали жители со всей республики. Мест на всех не хватило. И зрители разместились рядом с трибунами. В первых рядах за соревнованиями наблюдал и глава Ингушетии. Мамут Али Калиматов поприветствовал спортсменов и гостей. Пожелал участникам достойного выступления. Сегодня лучшие наездники покажут нам свое мастерство. И сегодня приз, сегодня будет номинирован автомобиль. Я сегодня хотел бы сказать, что, к сожалению, за неполных 2 года, я здесь первый раз, и я могу сказать, и протокол пусть запишет, мы очень внимательно отнесемся к состоянию нашего ипподрома. Мы обязательно будем больше внимания уделять. Сегодня думаю, что у нас будет хороший праздник, а наездники покажут, на что они способны. Пусть победит один из равных один должен победить. Всего на скачках 6 заездов. Они посвящены известным ингушским общественным и политическим деятелям, Дню образования республики, городу Малгобеку. Первые 2 заезда в честь Бембулата Богатырева и Сулумбека Асканова уверенно выигрывают скакуны Магомеда Горчханова под управлением опытного наездника Адама Шагенова. Указание было ехать с места, хорошо принять с места, поехать, так как круг очень тяжелый был. Конь ровно шел, по себе не тянуло, поэтому отсиделся 3-м, 4-м до последнего поворота и оттуда уже вперед выехал. Получилось. Республиканские скачки проходят на столичном ипподроме. Беговая трасса здесь просто земляная насыпь, и из-за обильных дождей она намокла, что делает заезд еще интереснее. Здесь помимо выносливости для скакуна важную роль играют и силовые показатели. Праздник по реакции зрителей удался на славу. Все эти скачки, если было бы возможность, надо бы проводить почаще. Вот с друзьями я пришел сегодня с утра, как бы подготовился, чтобы посмотреть это грандиозный праздник. Болеете за кого-то или вы за... Да, болею за своего односельчанина Умарова Мавсара. И потом представляете, я конкурс молодого мотигатчер. Они ж мог ваша мот мир. Найдя хотите пар, найдя хидух ездишь, найкандух ездишь. Дала, да, лила не сболбей. Больше всех зрителей и участников волнует вопрос, кто победит в заезде на 2000 метров, где победителя ждет самое высокое награждение на скачках – приз главы республики, новый автомобиль и 200 тысяч рублей. Здесь уверенно выигрывает лошадь Дауда Евлоева под управлением черкесского жокея. Будем опыт брать, обучать, помогут нам соседи наши. Поэтому братья. Нам надо, да, Братья, вот, братья, вот, братья. Поэтому в этой части, я думаю, сегодня я приятно удивлен. Все лошади наши, оказывается. Да, наши. Пожалуй. Поэтому, ну, жокеи, конечно, что-то такое. Лошадь хорошая. Да, мяч много школова. Да, Кубок кому? Кубок жокею. Очередной. У тебя, наверное, много. Но я думаю, все будет хорошо. Сегодня круг специфичный после дождя. И здесь немного, как бы помимо
всего еще тактически нужны кое-какие. Я не буду вдаваться в подробности. Лошадь хорошая. Владельцы, тренеры, они душу, силы, нервы вкладывают во все это. Я знаю этих ребят очень давно, когда еще в России не было завозных лошадей. Они 15 лет тому назад начали завозить хороший, как говорится, товар в Россию. И вот результат, это уже рожденная лошадь у них в хозяйстве. Здесь, в Ингушетии, это большое достижение. Я вообще сам в Штатах живу и как бы приехал домой сейчас в Карачаево-Черкесию, Сулейман позвонил, зовут, там, говорит, приедь, выступи на лошадях. Ну, для жокея это нормально. 95% скачек своих жокей скачет на лошадях, которых за 5 минут до старта видят. В скачках по регламенту принимают участие только чистокровные породы лошадей местных коневодов. Что нельзя сказать о наездниках. Их можно приглашать и из других регионов. Ограничение в этом только одно. Вес жокея не должен быть меньше 50 килограмм и больше 63. Всего, чтобы определить самых быстрых в 6 заездах, местные коневоды привели около 100 скакунов от 2 до 3 лет. Муслим Ганиев, Акрамат Дасхоев. Новости 24.